Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему: как поменяется ваша жизнь за 72 часа. Что случится ровно за 3 дня? Давайте посмотрим. Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка готова. Давайте будем разбираться. Вам тут правда откроется. Вот правда, как оно есть. Я вижу вас немножко как бы в шоке, но с другой стороны, это уже как случилось, да? Здесь либо о ком-то, либо о чем-то вся правда откроется. И я так понимаю, что время пришло вам всю правду узнать. Вот как оно есть, так и узнать. Вы, конечно, наверное, на это не рассчитывали, но вам это будет интересно. И да, потому что это неожиданно случится, у вас будет такой шок, шоковое состояние. Но вы очень быстро придете в себя. И еще вижу, что вы действовать начнете, что вы что-то начнете делать, да, не отходя далеко от ситуации, вы сразу же за какую-то работу беретесь, либо за какое-то действие. Может быть, это как-то вас простимулирует, либо промотивирует. А может, теперь вы знаете все, и вы понимаете, что нужно сделать, чтобы ситуация, например, изменилась, улучшилась, либо даже что-то поиметь с этой правды. Да, быстро придете в себя, быстрее, чем, например, раньше такое, если происходило, да, может, вы там нужно было подумать, поразмыслить, там прийти в норму, но тут вы как-то очень быстро начнете действовать. И это хорошо, это очень хорошо. Дальше вижу человека, который вам подарок предлагает. Подарок, что-то в подарок вам приобретет, либо у человека что-то есть, и он хочет вам отдать как подарок. Вы знаете, может быть, на первый взгляд покажется, что вещь там, так себе не очень, да, либо подарочек такой ни о чем. Но вы берите, обязательно берите. Здесь важно человека не обидеть, потому что человек будет предлагать вам от чистого сердца. Либо, представьте, да, специально заморочился, пошел, купил, либо пошла, купила, а вы тут раз и отказываетесь, да. Возможно, вы такой редкий человек, которому некомфортно принимать от других подарки. Там, стесняетесь, например, либо считаете, что это неуместно. Вот, ни в коем случае не отказывайте этому человеку, да, берите этот подарок, иначе может сложиться очень превратная ситуация. То есть человек может так сильно расстроиться и вообще себе там надумать, что вы брезгуете этим подарком, что вы брезгуете самим этим человеком. Понимаете, там такое раздуется, что на голову не наденешь. Скажете: Господи, как такое смогло случиться? Мне просто неудобно было брать подарок, поэтому я и отказалась. А человек уже такое себе придумал, там обиделся, ходит, чернее тучи, не знаю, там по углам жмется, плачет. Слушайте, не доводите, да, не доводите до такого. Если вам дают подарок, с вас же за это деньги не берут, да, ничего взамен не просят. Это просто подарок. Возьмите, поблагодарите. Все, ничего плохого не произойдет. И, возможно, даже со временем этот подарок вам даже как службу сыграет, да, как необходимость в таком подарке возникнет, либо в такой вещи. Так что, может, передарите кому-нибудь, да, кому такая вещь нужна, тоже может быть. Да. Принимайте и ни в коем случае никого не обижайте. И сами там смотрите, не стесняйтесь, потому что все может очень и очень нехорошо обернуться. Не дай бог, конечно. Дальше вижу, что вам кто-то дает время на подумать. Вот тебе время там полчаса, либо сутки, либо 2 дня, да, подумай. А человек буквально этим пытается на вас надавить, либо продавить вашу позицию. Это какой-то очень хитрый ход, и то, над чем вам нужно подумать, на что вам дают время, возможно, вам вообще не надо. Возможно, и думать не надо, просто нужно отказаться, развернуться и уйти в свою сторону.
Это да, вот больше похоже на психологический прессинг, что типа давай, скорее решай, иначе потом будет поздно, иначе потом все прибегут, заберут, да, и ты без ничего останешься. Возможно, вам это и не надо. Знаете, что на вас давят, так и скажите: на меня давить не надо. Я сам, либо сама решу. И сколько мне потребуется времени, столько и потребуется. Если у вас какие-то условия, ну так возьмите свои условия себе куда-нибудь, засуньте и живите с этим. Как, да, попытка давления на вас, но не прямая, а какая-то вот завуалированная, косвенная. Дальше. От какой-то женщины придут хорошие новости. Тут даже не просто новости. Это как, знаете, предсказание будущего. Возможно, эта женщина что-то такое скажет. Ну, допустим, это может быть какая-то ваша подруга, либо знакомая, скажет: вот приходи, у нас вакансия открылась в компании. Давай, пройди собеседование, будем вместе работать. И оно так и получится, да, вы придете, вы понравитесь, произведете впечатление, вам все понравится. Хорошие условия. Ударите по рукам, подпишите этот трудовой договор, и вот вы уже там работаете вместе со своей подругой. Либо, может быть, какой-то другой вариант. Вот можно на что-то податься, оформить прошение, заявление написать, и потом получать блага какие-то, либо льготы, либо компенсации, либо вообще какую-то помощь можно получать. От женщины придет информация, и то, что она будет предлагать, и то, что она скажет, оно 100% исполнится. Исполнится вот как есть. Так что не игнорируйте и знайте, что все сбудется. Дальше. Я вижу, что у вас работоспособность повышается. Возможно, вы очень устали, возможно, вы приболели, возможно, у вас какое-то, знаете, такое состояние, да, когда вот чувствуете себя разбитым человеком, и вы никак из этого выйти не можете. И буквально вот, может, сегодня к вечеру, либо завтра с утра вы прям почувствуете, что силы появились, желания открылись, что и хочу, и могу, и буду. Да? Вот вернется ваше обычное состояние, особенно все, что связано там с делами, с работой. Да, возможно, вы вообще не могли смотреть на свою работу, либо никак не могли себя заставить что-то сделать. Вот, вернется трудоспособность, желание работать, вдохновение, если это часть вашей работы. И, конечно же, энтузиазм и желание. Это все будет. Дальше. Для кого-то человек, знакомый человек, допустим, подсказку дает, либо на что-то указывает, причем сам того не понимая. И еще таким знаком могут показать человека, который взболтнул лишнее, скажем так. Будьте внимательны со своими собеседниками, будьте внимательны со всеми, с кем вы общаетесь. Прям, каждое слово должно проходить у вас буквально вот под четким таким рассмотрением, как будто бы в микроскоп рассматриваете, чтобы вы не упустили. Да, либо человек просто вот взболтнет лишнее, либо проговорится, либо человек скажет то, что вам интересно, да, что лежит в плоскости ваших интересов. И, возможно, вы не думали, что можно спросить у этого человека, а человек сам расскажет. Да? Поэтому со всеми собеседниками нужно быть максимально внимательными и прям вслушиваться в каждое слово, чтобы вас ничего никто не отвлекал. Дальше. Вот тут у меня счастливая пара. Я не знаю, то ли вы сошлись, то ли у вас конфетно-букетный период, то ли у вас улучшились отношения после какого-то, не знаю, скандала, ссоры, какого-то недопонимания. То есть, возможно, сейчас вы меня смотрите, у вас еще не все так хорошо, к сожалению, но буквально за эти 3 дня вы сблизитесь, вы забудете все плохое. Ваши отношения станут значительно любвеобильнее, теплее, эмоциональнее, заботливее. Какие-то вот такие, знаете, теплые отношения. Так, еще что-то не получится. И не получится, потому что, скажем так, либо время не пришло, либо так надо, либо вам вообще это не надо. Да? Вот с чем-то будете колдовать, над чем-то будете колдовать, но не получается. Вы, конечно, такой человек результата, и вас это огорчает. У кого-то вообще принципы, да, никогда
не сдаваться. Но вот не ваше, да, скорее всего, это не ваше, либо время не пришло, либо совсем не нужно этим заниматься. Да, в жизни, к сожалению, такое бывает. Но, тем не менее, вас высшие силы призывают не расстраиваться, а пустить свои, скажем так, возможности, свои усилия на что-то другое, на что-то более актуальное, важное и полезное для вас, для вашей семьи, не знаю, для вашей работы. Еще вы познакомитесь с несколькими новыми людьми. Один человек вам очень понравится, а другой покажется максимально странным и даже, возможно, неприятным. Но в чем секрет? Смотрите, тот, кто не понравится, это очень честный и прямой человек. А вот тот, кто понравится, скорее всего, лицемер. Да? Ну, такой, знаете, там заискивающий, улыбка такая фальшивая до ушей. Поэтому вот имейте это в виду. Два человека. Не могу сказать, это мужчина, женщина, либо мужчина с женщиной. То есть два новых знакомства. Может быть, по работе, может быть, просто вот где-то там вы будете находиться, вы с кем-то разговоритесь и познакомитесь. Тот, кто не понравится, это честный человек, прямой честный человек. А тот, кто понравится, очень похож на лицемера. Либо на какого-то, ну, не знаю, жулика, шулера, того, кто постоянно вот хвостом виляет, да, и правду сметает. Так, дальше. Ребенок. Кто-то ребенка вашего будет хвалить, либо внука, либо ребенка. Похвала. Я так скажу, вашего ребенка еще больше нужно хвалить, но там человек такой, наверное, очень строгий. Но даже от этого строгого человека в сторону вашего ребенка похвала — это уже вау. То есть вам будет очень приятно. Хороший знак. И еще вот с детьми тема. Ну, если дети далеко живут, там взрослые далеко, либо учатся в другом городе, то у детей для вас какая-то новость. Я не могу сказать, хорошая либо плохая, но у вас будет разговор, и дети с вами новостями поделятся. Вот, вы об этом всем узнаете. И уже сами для себя определите, что это хорошее либо плохое. Дальше, у кого предстоят какие-то казенные дела, хочется сказать, готовьте деньги. А может быть, вы за деньгами пойдете в казенный дом. Допустим, казенный дом — это банк, либо какая-то организация, учреждение. Знаете, несмотря на то, что придется там посидеть, либо подождать, либо ну, как-то потратить время, если нужно будет тратить деньги, то деньги маленькие, да, потому что рыбка маленькая. Если, допустим, вам нужна какая-то сумма большая наличных, и вы хотите снять с банковского счета, то, скорее всего, возможно, придется еще раз прийти. То ли у них столько наличностей нет, то ли там скажут, заказывайте раньше. Ну, в общем, что-то придумают, да, потому что в казенном доме маленькая рыбка плавает. И ну, вот у кого-то раздражение из-за потраченного времени, да, что вот дольше, чем вы рассчитывали, либо вы-то побывали в этом казенном доме, но результат-то какой? Никакой, да, рыбка-то маленькая. Ну, а если платить за какие-то услуги, то оплата будет небольшая, да, подъемные деньги. Так, кто-то с горочки съезжает, причем с ветерком и с улыбкой на лице. У вас что-то очень-очень быстро получится. Съехать с горки. Может быть, добраться от одной точки до другой точки. Может быть, с кем-то договориться, либо решить какую-то ситуацию, да, вопрос какой-то решить. Прям так понравится. Щеки розовые, улыбка. С ветерком с горки съехали. Даже как удовольствие, что ли, получите. Ну, тьфу-тьфу, дай Боже, да, пусть у каждого так и отыграется. Пусть все ваши дела будут такими легкими, удачными, и чтобы вам все нравилось. Дальше какая-то кухня, готовка. Может, посвятите время тому, чтобы что-то такое приготовить, сложное, например. А может быть, вы будете готовить ну, как, на несколько дней, да? А может, будете делать какие-то заготовки. Кухня, конечно, хорошо, кушать надо, но с другой стороны, прям такую львиную долю времени потратите именно на кухне. Так, показывают маленького ангела. Это не ангел, это вы. Вы для кого-то как ангел. Либо человек так прямо вам и говорит: ты мой ангел, ты для меня ангел.
слушайте, будет максимально приятно. То ли вы этому человеку поможете, то ли выручите, то ли заступитесь, то ли что-то еще сделаете, да, вас буквально называют ангелом. Ты мой ангел-хранитель. Вот прям наделяют вас этим именем. И это приятный момент. Приятный, да. Дальше какая-то странная тройка. Тройка, вроде и не тройка. Возможно, кто-то из ваших знакомых, скажем так, поведет себя странно, отстранится, либо пообещает, но не сделает. Да? Вот вы положились на человека, а человек такой: да, буду, сделаю, сам ничего не делает. А потом еще говорит, что ой, я забыл, либо ой, а я вообще не умею это делать. Да? Вот как-то так может подвести. Либо вы понадеетесь, что человек что-то знает и умеет. Да? Может, человек сам про себя это рассказал, а выяснится, что у человека вообще никакого опыта. И человек впервые с таким сталкивается, но понятно, что ничем помочь не может. И, возможно, придется сидеть вдвоем, пробовать учиться, да? Все познавать на опыте, на практике. Дальше. Переписываться вы с кем-то можете. Опять же, это может быть и мессенджеры, и соцсети, переписка. Да? Может быть, даже вы вступите в какую-то официальную деловую переписку. Знаете, я так скажу, прежде чем отправлять, несколько раз перечитайте, потому что ошибки могут сыграть роковую роль. Не только в общении, как я уже сказала, да, там, в деловом формате, но и даже в личном. Любая там опечатка, вот этот момент, когда там слова подбираются, заменяются, забыла, как называется. Вот все это может повлиять. И вы потом можете сожалеть, да, что я не прочитала перед тем, как отправить, а как-то в спешке там, либо как-то так, да, получилось. То есть это важный момент. Дальше. Вот какое-то странное знакомство вижу. Ну, если вы где-то зарегистрированы на сайтах знакомств, то какой-то чудной человек вам постучится, да, попытается с вами познакомиться. И у человека, ну вот как-то, знаете, и смешно, и грешно. То ли внешность такая, то ли аватар такой, то ли человек как-то странно общается. Вот честно, не отказывайте себе в удовольствии. Знакомьтесь, будет весело, будет очень интересно. А потом вас может ждать какой-то прям серьезный сюрприз. Да? Человек окажется лучше, чем на аватаре, либо человек вообще замечательный, да, просто с чувством юмора, но как-то так не идет. И еще, мои хорошие, возможно, вот не у всех, а у кого-то отыграется, что к вам в соцсети постучится человек, с кем вы очень сильно давно не виделись, и, возможно, даже немножко позабыли об этом человеке. Вот как кто-то найдет вас в соцсетях. И это тоже будет приятный момент. Да? Вот это воспоминание, пообщаться, там, вспомнить былое. Ну, вам понравится. Дальше. Кто-то, знаете, вот на зайца похож, наверное. Какой-то мелкий такой, мелкий, надел на себя как будто бы маску, ну, волк, скорее всего, да, волка. Заяц в маске волка. Момент, когда вас хотят напугать, либо взять на слабо, либо человек пытается из себя кого-то представлять, и на самом деле, ну, никем не является. Такой, знаете, как обманка, да, такой хитрый трюк. И вы, пожалуйста, будьте повнимательнее и не дайте на себя повлиять. Это всего лишь заяц, трусливый заяц, который ничего не может. Все, что он может, это что? Убежать в кусты, да, в лес убежать. Но надел на себя маску. И также, кстати, могут быть такие истории, когда вы, например, в компании находитесь, и какой-нибудь там мужчина говорит, что да я такой крутой, да я там всех в баранке гну, там, что, гвозди глотаю, сковородки в рулончики скатываю. Но если вдруг какая-то ситуация возникнет, этот человек первый сбежит и потеряется. Да? И появится только лишь, когда все закончится. Заяц в маске волка показан. Ну да, такой, знаете, разочаровывающий момент. Ну, либо такой неприятненький, с осадочком. Так, водичка. Выходит водичка. Водичка — это эмоции, это разговоры. Вода, она чистит, она смывает. И вода, она дает жизнь. Да?
всем нужна вода. Ну, практически всем, да, есть некоторые растения, которые долго могут обходиться без воды, и некоторые виды животных. Ну, а людям вода нужна, это очень важный ресурс. У вас эта водичка, она как будто бы по капельке капает, кап, 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 и вот кажется, что ее мало, кажется, что ее не хватает. На самом деле, вот по капельке может и даже целая емкость наполниться. Либо сейчас это капельки, а дальше это будет маленькая струйка, а дальше это будет прям мощный поток. Да? Вот как-то так говорят, повнимательнее и не сокрушайтесь, что сейчас у вас эти капельки. Дальше будет больше. Больше информации, больше чувств, больше эмоций, больше ресурсов. Вот как-то так, да, больше каких-то позитивных изменений. Дальше. Вы узнаете, что какой-то человек на поправку пошел. Ну, допустим, человек мог болеть, да, у человека могли быть проблемы со здоровьем. Также человек мог оказаться в проблемах, да, какие-то проблемы, там, платежеспособность, еще что-то. И вот у человека начинает ситуация меняться. Пока еще не все хорошо, но тенденция очень хорошая. И человек вам об этом, возможно, торжественно сообщит. Либо вы от кого-то узнаете, да, что у человека дела поменялись, да, в лучшую сторону. Это приятная информация, особенно если этот человек для вас важен, нужен, полезен вам. Да, это приятно всегда услышать. Дальше. Мужчину показывает. Мужчина столкнется как будто бы с какими-то предложениями. Но эти предложения, они все какие-то, ну, не очень, да, не очень. Но тут показано, что среди мусора есть золото. То есть предложение внешне может выглядеть не очень, либо могут быть там вопросики. Но если копнуть, повнимательнее рассмотреть, то вы поймете, что это ценность, да, что это золото. Вот прям так и говорят. Среди мусора есть золото, и его можно найти, либо его нужно найти. То есть среди там 10 предложений, допустим, одно только адекватное, как золото, либо одно прекрасное, оно как золото. Вот, сразу не отмахивайтесь, поковыряйтесь, поищите, присмотритесь, поизучайте, да, вы поймете, о чем речь идет. А если вы так разом от всего откажетесь, то вы потеряете свой шанс, да, вы свое золото не найдете. Так, еще какая-то гениальная мысль посетит вашу светлую головушку. Причем это будет так неожиданно. Не знаю, мне идет, что вы что-то делаете, на чем-то сконцентрированы, сосредоточены. И тут бац, и вам в голову лезет эта мысль. И вы думаете, ничего себе, что происходит. Возможно, вы поймаете какой-то канал связи, не знаю, с высшими силами, либо Вселенной, либо с каким-то высшим разумом. И буквально подключаетесь, да, вы за короткий срок прям накачаетесь этой информацией, и потом не сможете об этом не думать. Возможно, вот как я говорила, да, тут несколько часиков показано, песочных, что вот время вам пришло к чему-то, к какому-то открытию прийти, да, вот какое-то открытие сделать, либо какую-то гениальную информацию получить и дальше проработать, разработать. Может быть, вы долго вот прям маялись, да, что делать, чем заняться, и никак не могли придумать. И тут раз и для вас откроется, да, прям глаза у вас будут светиться. Но вы, пожалуйста, не спешите. Тут нужно не с кондачка все начинать, а вот сесть, хорошо подумать, продумать, просчитать, там, стратегию разработать. Там есть нюансы, да, потому что поспешишь, людей насмешишь. Вы можете поспешить, что-то пойдет не так, вы потом отмахнетесь, скажете, а это глупости, и от этого откажетесь. Да? Но мысль гениальная, и эта мысль может очень сильно изменить вашу жизнь к лучшему, однозначно. Дальше. Корона. Корона, которую никто не хочет. Эту корону всем предлагают, тыкают, а никто не хочет. Все такие, нет, спасибо, оставьте себе. И что удивительно, корона какая-то, ну, действительно странная. Она, я так понимаю, либо очень тяжелая, да, тяжелая ноша, да, бремя ответственности, либо там какие-то риски могут быть еще с этой короной связаны. И поэтому все отказываются. Но если все отказываются, вам это зачем? Вам это тоже не нужно. Вот. Всегда задавайте вопрос, а почему? А зачем? А что другие? Да? Вот очень важно задавать правильные вопросы. Либо тому, кто предлагает, либо даже вот сам с собой, когда размышляешь, сами себе задавайте вопросы. И ответы вас будут удивлять, да? Ответы вам будут открывать истину.
Корона, которую никто не хочет, вам она тоже не нужна. Дальше показываю человека. У человека руки не поднимаются. Просто, вот знаете, как плетья висят. И у человека в руках то ли палки, то ли ножи какие-то, не знаю, что-то на палке вообще похожее. И руки не поднимаются. То есть человек не в состоянии там, не знаю, бить палкой, да. Возможно, речь идет о каком-то противостоянии, и у вашего оппонента закончатся силы, да, закончится энергия, закончатся ресурсы, и хотел бы продолжать, а уже не может, просто не может. Вот. Либо воспользуйтесь этой ситуацией, да, чтобы поставить финальную точку, либо воспользуйтесь для того, чтобы поговорить с этим человеком, найти общий язык, прийти к консенсусу. Но это важно. Да? Такие ситуации редко возникают, особенно когда идет там выяснение отношений, либо какая-то негативная история, да, вражда даже может быть. Воспользуйтесь, да, вам нужно этим воспользоваться. Либо добейте, поставьте точку, победите, либо поговорите и убедите человека, что ругаться, ссориться не надо, потому что лучше жить тихо, мирно, чем постоянно быть на ножах, либо на этих палках. Возможно, человек согласится и послушает наконец-таки вас. Дальше месяц показан. Месяц над горой. Угу. Месяц над горой. Возможно, кому-то из вас во сне приснится, как решать проблему, либо будет подсказка по поводу той ситуации сложной, с которой вы сейчас живете, либо в которой вы сейчас живете. Да, так иногда бывает, что во снах либо подсознание нам показывает то, что мы сами не замечаем. То есть в течение дня мозг перевозбужден и работает, просто кипит. Вот. А ночью подсознание выходит на первую линию и может нам открывать то, что уходит от мозга. И также высшие силы, да, могут через сны нам подсказывать, либо давать нам важную информацию. Вот мне идет, что информация будет о том, как гору перейти, либо как избавиться от этой огромной горы. Горы, которая вам мешает. Мешает, прямо на дороге у вас стоит. Дальше показывает очень красивую женщину. И с ней рядом мужчина какой-то, знаете, в какой-то шапке-ушанке. Но шапки — это всегда обман. И тут, возможно, мужчина что-то вам не договаривает. Да? Не договаривает и не потому, что хочет обмануть, а потому, что не хочет в ваших глазах выглядеть как-то там в дурном свете. Да? Может немножечко вести себя как дурачок. И также, мои хорошие, если у вас есть секреты от мужчины, то мужчина никогда не узнает ваши секреты. Мало ли там вам покажется, что он что-то увидел, узнал, услышал. Нет, он в шапке, он никогда не узнает. Вот, шапка у него смешная, но крепко сидит на его голове. Понятно, что у всех людей есть свои секретики, особенно у девочек, так что не переживайте. Да, переживать вам не стоит. Дальше. Я вижу, что как-то удача Знаете, так, вот показано, что колесо из рук одного человека выпадает и к вам катится. И если вы это колесо поймаете, то вы примете как эстафету, да, теперь вам будут вести. Но вы такой человек скромный, что вы можете, да, поскромничать, постесняться, застесняться и не взять. Вот, а надо брать. Надо брать. Кто-то выронил, а вы можете взять. Либо у того человека время закончилось, да, не может же человеку на протяжении всей жизни вести, да, время вышло, закончилось. Теперь ваше время пришло, просто нужно взять это колесо в руки, взять, проявить инициативу, да, не стесняться, не бояться, не скромничать и воспользоваться ситуацией. Если все разворачивается в вашу сторону, почему вы должны от этого отказываться? И опять же, закон сохранения энергии, где-то убыло, где-то прибыло, это нормально. Так иногда бывает, либо так всегда бывает. Так что не стесняйтесь. Дальше вам какого-то человека придется подтолкнуть, либо дать золотой пинок. Человек как будто бы застрял, человек как будто бы, не знаю, тени своей боится. Может, какой-то, знаете, как стопор, либо выгорание, может, даже произошло. То есть горел и выгорел, да, все.
ничего не понимаю, ничего не хочу, ничего не вижу. И вам придется этого человека подтолкнуть. А у кого-то еще отыграется немножко на себе пронести, да, протащить человека. Это, конечно, тяжело, особенно если человек крупный, но с другой стороны, человек вам не раз потом скажет спасибо, да вы и сами себе порадуете, да, потому что вы такое дело сделали, вы помогли, вы подтолкнули, вы направили на путь истины. Это героический поступок, и надо делать. Да. Это не значит, что вы чьи-то границы нарушаете. Нет, просто вы видите, что человек потерялся в моменте, и его просто нужно подтолкнуть, да, в правильную сторону. И вы должны это сделать. И этот человек вам скажет спасибо, возможно, даже не один раз скажет спасибо. Ну, хороший знак, да. Помогать. Вы будете помогать, либо вы должны помочь. Какие-то люди рты открыли, глазам своим не верят. И это как-то связано с вами. Может, вы встретите каких-то людей, кого давно не видели, и они там все обалдеют от того, как вы шикарно выглядите, насколько вы, скажем так, не изменились, либо изменились в лучшую сторону. Ну, опять же, вы все разные. И это будет так заметно. Ну, люди, конечно, будут пытаться там как-то скрыть это все, завуалировать, но нет, это все будет очень-очень заметно. И вы знаете, это поднимет вам настроение. А еще я вижу, что вы даже вот перестанете стесняться либо себя, либо каких-то своих проявлений. Скажете, почему бы и нет? Представляете, встретите каких-то своих там одноклассниц, да, уже там прошло лет 40, и они все такие прям бабушки-бабушки, а вы прям девушка, да? И они такие, как это может быть ты? Может, они вас вообще перепутают с вашей внучкой, да? И тут такой казус. Ну, да, бывает, иногда так бывает. Так, ближе к венцу показывают вас, и вы чем-то жонглируете. Причем так ловко, так интересно жонглировать. Ну, это значит что-то делать, как несколько дел. Делать несколько дел и быть результативным. То есть это не просто, что я и тут, но у меня результата нету, да? А это значит, что вы одновременно сразу несколько дел делаете и приходите к результату, причем результату положительному. Может, вы и сами не знаете, что вы умеете жонглировать. Вот. А может быть, вы просто не пробовали сразу одновременно заниматься несколькими делами. А тут, скорее всего, придется, либо какая-то такая необходимость. Вы попробуете, и у вас очень получится. Я вижу ваши счастливые, сияющие глаза, и, ну, сами от себя, да, в удивлении и в восторге. Хороший знак, просто замечательный. Мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.